Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене занимает третье место в общем женском рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Россиянка набрала 1441 балл и уступает бегуньям Кастер Семене из ЮАР и кенийке Беатрис Чепкович, у которых 1462 и 1472 балла соответственно. В женском рейтинге прыжков в высоту 26-летняя Ласицкене занимает первое место. Напомню, рейтинг Международной ассоциации является одним из инструментов отбора участников на чемпионаты мира. Независимое агентство антидопингового тестирования открыло дело в отношении российской биатлонистки Маргариты Васильевой. Об этом сообщает ТАСС. Васильева может быть наказана, поскольку пропустила 3 допинг-теста подряд за 12 месяцев. 27-летней спортсменке грозит дисквалификация сроком от 1 года до 2. В то же время агентство уточняет, что на данном этапе речь не идет о потенциальном нарушении антидопинговых правил, так что спортсменка не будет отстранена до выяснения всех обстоятельств. Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. Победитель регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги текущего сезона столичный ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4-0 в стартовом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве. В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Константин Акулов и Андрей Светлаков. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 4 матча. В 3 победили армейцы, в 1 сильнее был «Витязь». Счет серии до 4 побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 февраля в Москве. В другой встрече игрового дня стадии плей-офф московский «Спартак» победил санкт-петербургский «СКА» со счетом 2-0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Заброшенными шайбами отметились Робин Ганзел и Мартин Шкарсумс. В рамках регулярного чемпионата клубы провели между собой 4 матча. «СКА» победил во всех встречах. Таким образом, московский клуб прервал 5-матчевую серию поражений в противостоянии со «СКА». Счет серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Спартака». Следующая игра между командами пройдет 28 февраля. Также в Санкт-Петербурге. Московский волейбольный клуб «Динамо» обеспечил себе место в четвертьфинале женской лиги чемпионов. В домашнем матче заключительного тура группового этапа «Динамо» обыграла польский «Хемик» со счетом 3-1. В турнирной таблице группы «И» российская команда занимает первое место, одержав в 6 матчах 5 побед и набрав 13 очков. «Динамо» не опустится ниже 2-го места в группе, а позиция в рейтинге команд, занявших 2-е места, дает право сыграть в плей-офф турнира. Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 1 марта. В российской истории женский волейбольный клуб «Динамо» дважды становился обладателями серебряных наград Лиги чемпионов. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартует сегодня в Москве. Матчи турнира состоятся во дворце спорта «Мегаспорт», куда завезли более 30 тонн песка. В соревновании примут участие 8 команд из России, Белоруссии, Португалии, Бразилии, Италии и Испании. Нашу страну представят московские клубы «Спартак» и «Локомотив». Для красно-белых этот турнир станет первым. Железнодорожники же примут участие в мировом первенстве в 4-й раз. «Локо» является его двукратным победителем и самой титулованной командой. Итоги турнира будут подведены 3 марта. Команда НВК «Саха» подвела итоги работы на первых зимних международных играх «Дети Азии». На днях в Якутск вернулась последняя бригада. Это водители, технические работники и все оборудование, которое было транспортировано на остров на автомобилях. Дорога заняла больше недели. Ценный груз вернулся в целости и сохранности. Всем работникам, освещавшим первые зимние игры, а это многочисленная группа из редакторов, операторов, режиссеров, водителей, техников, звукорежиссеров, вручили благодарственные письма от дирекции игр «Дети Азии». Трансляции НВК «Саха» смотрели в 30 странах мира. Это не только азиатские государства, но и Европа. На протяжении всех соревновательных дней с острова Сахалин выходили дневники игр как на республиканских каналах, так и на федеральном Матч ТВ. Что касается непосредственно работы и видов спорта, здесь, конечно, для нас много было впервые. Например, такие виды спорта, как шорт-трек, фигурное катание. Эти виды спорта вообще для республики, скажем, новые. Ну и, соответственно, для нас особенности их выдачи, технология работы на этих видах спорта, для нас это тоже была очень хорошая школа. Это были новости спорта. Всего доброго!